Добрый вечер всем, кто пришел сегодня в Таллинскую центральную библиотеку. Мы находимся в зале для мероприятий отдела литературы на иностранных языках. Так получилось, что русский язык в нашей стране иностранный, поэтому мы именно в этом отделе и находимся. Поскольку на дворе месяц май, то организаторы читательских четвергов — это Надежда Гиряк и тот, кто говорит сейчас, Игорь Котик, предположили, что будет интересно поговорить о будущем гуманитарных специальностей, а также о русском языке как таковом. Таллинский университет поддержал эту идею, и вот мы придумали, что будет такой условный педсовет, на котором о русском языке и гуманитарных специальностях будут говорить преподаватели и научные сотрудники Таллинского университета. Тема этой дискуссии, которая будет проходить как здесь в зале, так и по скайпу, надеемся, что поступят вопросы по скайпу. Тема этой дискуссии — «Чего? Русский язык на грани» и многоточие. И я представлю спикеров. Это Виталий Белокровцев, это Наталья Нечунаева и Наталья Щукина. Слово вам. Спасибо. Значит, друзья дорогие, позвольте сидеть, не стоять, а то я старый, ноги уже не держат, может быть, так будет лучше. И тогда я досижу до конца, и все будет хорошо, и мои коллеги, которые значительно более выносливые, они тоже, наверное, лучше будут сидеть и быть спокойнее, потому что если они встанут, мне придется вставать, и тогда это будет сидеть, вставать, то ничего не знаю. Значит, как сказал Игорь, русский язык у нас в Эстонии иностранный, но иностранный он по отношению к государственным, для нас он является родным, поэтому мы будем говорить о русском языке как о родном языке, все-таки, а не как об иностранном. Устроители предложили 10 тем для этого нашего, как бы так помягче сказать, собрания. И эти 10 тем я вам сейчас зачитаю, вы можете там себе где-то отложить, кого какая тема больше заинтересует, и тогда в зависимости от степени интереса к той или иной теме мы выделим на каждую тему чуть больше или чуть меньше, потому что, насколько я понимаю, у нас 1,5 часа, да? Да, у нас 1,5 часа. Максимум. Жалко ему 1,5 часа, что-то прикидывал долго. Ну, значит, 1,5 часа, 10 тем. Если по 6 минут на каждую тему, 60 это час, и еще по 5 минут на обсуждение с вами каждой темы, это 6 и 5, 30, если я не ошибаюсь, 60 и 30, 90, 90 это 1,5 часа, если я правильно понимаю. Часы на стене. Тогда, если никаких возражений, заявлений, жалоб и еще чего-нибудь нет, тогда мы приступим к оглашению всего списка. Первый — молодежь и грамотность. Так ли все плохо? Вторая тема — тотальный диктант. Почему он так популярен? Третья тема — русский язык в Эстонии. Отличается ли он от языка россиян? Четвертая тема — насколько грамотны русские СМИ в Эстонии? Пятая тема — кто должен переводить и редактировать рекламу? Шестая тема — как правильно, русский или русскоязычный? Житель, портал, бизнес-проект, Таллин, или Таллин, Рабарба или Ревель. Седьмая тема — билингвизм у детей упрощает жизнь или дополнительная нагрузка для мозга. Восьмая тема — почему иностранные студенты выбирают Эстонию для изучения русского языка? Эстонию русского языка. Девятая тема — почему русский язык и литература — это достойная альтернатива другим специальностям, в том числе в сфере инфотехнологий. И последняя, 10-я, где найдут применение будущие русские журналисты, редакторы, переводчики, если изданий на русском языке становится все меньше. Первая тема — молодежь и грамотность. Я с молодежью не работаю. Я начну. На самом деле, когда задают вопрос о том, действительно, чаще всего даже это не вопрос, а такое утверждение, что современная молодежь, она менее грамотная по сравнению с той молодежью, которая была в наше время, во время молодости моих коллег. Мне кажется, это мое субъективное мнение, может быть,
коллеги поспорят. Мне кажется, что современная молодежь не менее грамотная. Просто у нас сейчас с вами больше способов самовыражения. Если раньше кто-то вел свой дневник, то он его писал тихонечко в тетрадке, спокойно укладывал в ящик, выдвижной ящик стола, и вряд ли кому-то этот дневник попадал на глаза. А сейчас мы с вами ведем дневники и в форме каких-то блогов, и точно так же в социальных сетях публикуем какие-то мнения, поэтому просто те проблемы, которые возникают в сфере именно орфографии и пунктуации, они просто более видны. Вот и все. Это моя точка зрения. Не знаю, может быть, коллеги поспорят. Я продолжу. Вы, наш ведущий, правильно сказал, что на дворе месяц май у нас, а это значит, что сидящие здесь студенты Таллинского университета, преподаватели школ и все мои коллеги сидят, значит, одни только что написали и сдали нам работы, а другие сидят и проверяют. Разные работы. В школе это какие-то проекты, у нас это бакалаврские и магистерские работы, и за голову берутся все. За голову в первую очередь, конечно, берутся преподаватели, которые открывают первую страницу работы. Потому что когда сталкиваешься, Наталья Владимировна верно сказала, что были другие формы письма, а когда мы сталкиваемся с таким вот научно-учебным текстом, перед нами встают вопросы и задачи, которые в повседневной жизни мы не решаем. Как мы сейчас пишем СМИ? Как пишем сейчас СМС-ки? Так, как наш телефон нам подсказал, написали и отправили. Поставил большую букву? Поставили. Не поставили? Не поставили. Нас все равно поймут. Коммуникация состоялась. А тут оформляешь титульный лист и не знаешь. Таллинский университет. Таллинский мы пишем с большой буквы, а университет с какой буквы? Потому что Таллинная любовь так, и там большая буква. Значит, встает первый вопрос. Дальше спрашивают, а как написать вашу фамилию руководителя, вашу должность, вашу ученую степень? Встает следующий вопрос. То есть появляются такие вот проблемы, которые в реальной жизни, вот в предшествующей жизни, как бы пишущий не решал. Открываешь первую страницу и видишь, что текст изложен тоже достаточно сложным языком, ну, как положено научный текст. И там у нас сложные предложения, там любимый союз как, перед которым не знаешь, ставить, не ставить запятую, и проверяющий тоже начинает сомневаться, читающий преподаватель начинает сомневаться, а так ли это знаки препинания. Ну, от орфографии немножко проще. Тут уж если написано не та буква, то, в общем, она достаточно быстро понятна преподавателю, а знаки препинания, они действительно требуют внимания. Так что все зависит, видимо, от той ситуации, в которой мы оказываемся, но если задумываются и пишущий, и читающий, то сразу возникает вопрос, а что делать в следующем году, в будущем году? Всех отправлять к Наталье Владимировне на орфографию, отрабатывать орфографию, не принимать работы, которые не проверены, а кем не проверены. Если студент сам написал с ошибками, и он эти ошибки не видит, кому он понесет их на проверку? Такому же товарищу или будет искать преподавателя, учителя школьного и так далее. Так что вот так у нас обстоят дела с письменным текстом. Что касается устного текста, может быть, поговорим немножко позже. И у нас еще есть пара минут. Я сейчас, как крупный специалист по молодежи и грамотности, замечу, что очень часто считается, что вот у нас в Эстонии грамотность, ну просто ни в какие ворота не лезет, вот другое дело там в России. Значит, в России тоже молодежь с грамотностью все хорошо. Недавно я посмотрел сюжет один, и там девица, которая, ну, такой молодой гуру, их сейчас очень много, и она рассказывает, вы же знаете, что нами всеми управляет сфинктер. Так что с грамотностью и здесь, и там все интересно, любопытно, насколько хорошо и плохо смерить невозможно, потому что в древности никто не мерил, чем мерить неизвестно. Я вот теперь какой замечательный тут сижу, вам что-то рассказываю, когда я в университете писал диктант на первом курсе, у меня было сколько? 27 ошибок? Он был специфичный. 27 ошибок, и я занял второе место. Поэтому это все достаточно относительно. Ответа на этот вопрос нет, все нормально с грамотностью. Кто хочет, тот выучит, кто не хочет, тот не выучит. Я так думаю. Теперь у нас есть некоторое количество времени, потому что вы спросили нас.
о том, как молодежь справляется с грамотностью, все ли так у нее хорошо или плохо. Можно не спросить, а реплику? Ради Бога. Дело в том, что сейчас все больше и больше переходят в электронную среду молодежь. И заметила в школе следующую вещь. Если пишется текст рукописно, в нем меньше ошибок, чем если ребенок печатает текст. А все будущие уровневые работы, не экзаменационные, но уровневые в 9 классе, как планирует министерство, они будут в электронном виде. И поэтому такая реплика, предложение и так далее, что мы больше все-таки должны уже переходить на то, что учить детей именно текст набирать, потому что дальше писать они практически не будут нигде, ну, к сожалению. Конечно, мы разрабатываем руку и все остальное, об этом я сейчас уже не говорю, но вот эта разница текста написанного и напечатанного, она кардинальная. Те, кто замечательно пишут без ошибок, сами начинаем делать текст, выпускают одну ошибку, другую, третью, все. Ну а как же спиллер там должен стоять? Если это учебная среда, как, например, ОПИК, там как раз он отсутствует именно для того, чтобы ученик самостоятельно написал текст. Ну, не столько делал ошибки, но самостоятельно написал. Значит, надо их учить слепой, печать. Ошибок не будет. Наверное, не знаю. Еще вопросы, реплики. Ну, давай. Появилось ли за последнее время больше методичек, может быть, новых по оформлению работ? Когда я в свое время писал работы дипломные или о чем-то, или еще что-то, там были методички с шаблонами. Может быть, их сейчас не хватает просто? Да сейчас всего не хватает. Ну, в этом году, по-моему, у нас не было шаблона на сайте, но даже когда на сайте просто возьмите и скачайте в программе вот шаблон, как оформить титульный лист, и когда студент тебе приносит этот титульный лист, скачанный, уже заполненный дополнительно, и все равно умудряются оформить его не так. Знаете, я не знаю рецепта для того, чтобы научить студентов действительно оформлять работу, потому что это связано не с наличием методички, а с чем-то другим. Чем же это другое? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Другое может быть. Ну, у меня еще тоже одна реплика, что еще с чем связана наша безграмотность с обилием других языков. То есть во время обучения большой массив знаний они получают на другом языке, на эстонском, на английском. И эти языки влияют, из-за этого тоже возникают проблемы. Я просто столкнулась с тем, что, например, наши же студенты, когда уже идут на практику и уже работают в школе, очень по-разному происходят с их языком разные вещи. Значит, некоторые грамотные студенты становятся неграмотными, поскольку на них влияет окружение. И только некоторые, наиболее устойчивые, как я выражаюсь, единицы, сохраняют этот грамотный русский язык. Это, видимо, индивидуально. Но это действительно влияние очень большое. И начиная со школы. Я просто тоже наблюдаю детей, то же самое. Влияние очень сильное языков. Ну хорошо, что не подворотня, а все-таки школа. Да, но я имею в виду, что на качество языка. Еще вопросы, замечания? Тогда переходим к следующей теме, называется «Тотальный диктант». Почему он так популярен? Я уже диктант написал, поэтому... Я не знаю, почему он так популярен. Надо, я думаю, этот вопрос нужно задать скорее залу, потому что мы-то проводим диктант, а вот почему вы приходите на этот диктант, почему вам так хочется его написать? А можно я скажу, что популярен даже не только тотальный диктант, потому что за 3 недели до тотального диктанта начинается русский по субботам. И я предлагала пригласить в субботу на остановку трамвая Таллинский университет средства массовой информации, чтобы они посмотрели, как выглядит наш университет и улица перед 11 часами. Вот останавливается трамвай, и из трамвая идет демонстрация. Потому что улица пустая, это суббота, 11 часов, и кто идет? Вот идут к Наталье Владимировне учиться писать по-русски. Ну, приходят
люди разного возраста. Я просто могу сказать, что самый возрастной человек, участник диктанта в этом году, она это была, да? Она попросила, подошла к микрофону и сказала: мне 92. Вот так. В прошлом году она же выступала тоже. И в прошлом году она сказала, что она написала на двойку, в этом году тоже на двойку, потому что она в следующий год не старается прийти и все-таки эту двойку ликвидировать. Вот что ею движет? Ни Наталья Владимировна, ни я, мы ответ на этот вопрос не знаем. Но аудитория, которая сидит именно на русском по субботам, она немножко отличается. Она более возрастная, там школьники тоже есть, она более возрастная. Вот что их в разную. Погода может быть плохая или наоборот хорошая, когда на дачу хочется поехать. Вот. Все равно идут. И ведь они не только пишут, вы бы видели, то есть, я думаю, что те, кто писал диктант, все равно или там были на работе над ошибками, вы видели, как к преподавателям, тут Наталья Владимировна и я обычно бываю, выстраивается очередь со своими вопросами. И вопросы по существу. Это не то, что комментарии, а в наше время было так. Понимаете, теперь такие, это на первых занятиях 7 лет назад говорили, что нас учили так. Теперь так не говорят. Теперь говорят по-другому. Вот мне кажется, что здесь можно по-другому. Я прочитал вот это правило, понимаете? То есть они начинают готовиться и собирать все эти материалы, судя по их реакции. Вот. Что ими движет? Ну вот. У меня есть версия, что это такой вариант самоидентификации себя как русского интеллигентного человека. Соскучились по русскому языку, очень соскучились. И какой-то тотальный диктант дает возможность даже взрослым людям попробовать почувствовать себя вновь школьником, молодым, полным сил, полным своей среде, вот, ощущение своей среды и все остальное. Ну, знаете, мне кажется, что тут есть еще один такой момент. Дело в том, что ведь публика немножко меньше сейчас читает, ну, скажем, условно, хорошую литературу. Тотальный диктант построен, в общем, на хорошей литературе. И занятия, которые проводит Наталья Владимировна, они сделаны в едином формате для всех, кто готовится к тотальному диктанту во всем мире. Они тоже сделаны на примере хороших текстов. И когда они узнают, многие из них впервые слышат о Гюзеле Яхиной и потом читают ее книжки или об Осинском, я не думаю, что так много участников диктанта до посещения его знали имя литературоведа. Вот в этом тоже что-то есть. То есть, понимаете, они сталкиваются с настоящим современным языком. И это современный язык, это не язык 19 века. Ведь они пишут по-другому. И сюжеты другие, сюжеты неожиданные. Так что вот это тоже, по-моему, очень привлекает. Но здесь такое замечание осторожно, потому что мы несколько раз уже сталкивались с тем, что после занятий наши слушатели подходят и, наоборот, критикуют ту литературу, с которой мы их знакомим через диктанты. И критикуют не только язык, стиль, но и фактические данные, когда рассказывают, что на самом деле коня так не запрягали, этот писатель все выдумал и так далее. Поэтому здесь есть, ну, по крайней мере, мы очень часто слышим критические замечания в адрес современной русской литературы. Это тоже есть, конечно. Ну, есть еще одно соображение, если позволите. Я думаю, что если бы в Эстонии русский язык был бы государственным, фиг бы столько людей пришло на этот диктант. А вот вопреки нам не позволяют, а мы придем, и это правильно. А скажите, пожалуйста, писали диктант по эстонскому языку вчера? Как много было? Я просто... 770. Там писали и эстонцы, и русские, насколько Да, я понимаю. 1770 по порядку. Ну, прекрасная аудитория. То есть, если у нас 500 в этом году было, ну, 2490, то есть 2500, это то, что сдано, на самом деле писало чуть-чуть больше, там по регистрации было немножко больше, мы все сдали работы, вот, то тут тоже очень хорошее количество. Ну, это вообще было интересно. Мы с Ольгой вчера там проходили, как раз когда кончился этот диктант. Он же построен совершенно иначе, чем диктант на русском языке, потому что они начинают тут же разбирать такие трудные места, демонстрируют на экране, показывают, как это нужно. Те преподаватели, которые составляли этот диктант,
выступают и говорят, как надо и как можно, и где вот это либерализованный какой-то вариант, а где устоявшийся и так далее. И у них нет вот момента соревнования, как я поняла, никакого нет. То есть никакие вот оценки они не выставляют, у них у всех заранее бумажка, на которой они пишут, она оформлена так зрительно, как диплом, написано диплом. И вот они написали, взяли себе на память, никто ничего не сказал, что им ставят, каково это, но зато свои ошибки они могут сами проверить. То есть это другой принцип. Это суббота в 11 часов. И что? Ну, как вот приходят и им там объясняют. И Елена Захаровна, ошибки проверяют специально. То есть работу над ошибками делают специально у нас. А через неделю после окончания проверки тоже полная аудитория. Это может быть либо Русский культурный центр, либо наша большая аудитория на первом этаже. Практически тоже она бывает полная. И именно приходит, потому что не только забрать свой диктант, исправленный и так далее, и поспорить подойти, потому что приходят наши все филологи, тоже идут проверяющие, идет народ, чтобы разобраться, почему я здесь сделал ошибку. Вот присутствующие здесь и отличники, которых я вижу, и все остальные писавшие и будущее, те, кто будет еще писать. То есть вот эту картинку знают. У нас есть оценки, а у них оценки. Это другое. А я думаю, что оценки здесь немножко другие. Ну, во-первых, это привычка. А во-вторых, все-таки такое количество участников, общее количество, ведь оно более 200 тысяч по всему миру. И значит, какая-то статистика, хотя бы какая-то по оценкам и по частотности ошибок, она должна быть для того, чтобы работать на следующем. То есть, если в этом году обратили внимание, условно скажем, на прямую речь, и с ней плохо, ее уже потом повторять какой-то. Понимаете? Значит, это надо продолжить. То есть, тут в этом есть, конечно, такой. Ну, методический прием тех, кто это делает. Еще замечание, диктант. Может быть, на изложение заменить? Проверяющих не будет. Те, кто проверяет диктант, знают, таких желающих уже не будет. Проверяйте сами, кто не будет. Жалко, конечно. Тогда перейдем к следующей теме, которая звучит: русский язык в Эстонии. Отличается ли он от языка России? Максовать будем? Ну, конечно, отличается. Дело в том, что даже в самой России существует территориальный вариант русского языка, и наши коллеги здесь вот присутствуют, специалисты из Москвы в том числе. И, естественно, наш русский язык в Эстонии, не знаю, нельзя, наверное, назвать, страдает от влияния эстонского языка, может быть, он, наоборот, обогащается. Здесь тоже разные точки зрения, но, по крайней мере, когда наша коллега, вот она, к сожалению, отсутствует, Владимировна Атомсон, она обычно занимается этими вопросами и демонстрирует огромное количество примеров тех заимствований, которые мы используем в повседневной нашей речи на русском языке. То есть это одна сторона, каким образом отличается русский язык в Эстонии. Действительно, заимствование, если мы пройдемся по Таллинскому университету и послушаем речь студентов, ни один студент не скажет, что он пойдет в актовый зал, он, естественно, пойдет в аулу. Да, или, скорее всего, они пойдут не в кафе, а в кофик и так далее. Но это такие уже распространенные примеры, тот же самый кофик, и Сепик упоминался уже в романах. Выскочила фамилия из головы. Сепик по-русски как? Аксенова. А нет Сепика по-русски никак. А как? Вы можете предложить серый вариант? хлеб. Серый хлеб? Серая Никто булка. не поймет. Мы спросим, знаешь, что такое серый хлеб или серая булка? Я поспорю, серый хлеб не такой. Я приехала с России в 1994 году и хочу вас поддержать, что у меня первая семья, которая нас принимала, они были русскоязычные, так правильно, или неправильно, не знаю, потом узнаем. И когда я говорила, что мы русские, вы не русские, вы говорите неправильно, вы не по-русски говорите,
а на каком языке мы сейчас с тобой говорим? Я говорю, мы говорим на русском, но у вас свой русский язык, а я приехала из другой совершенно русскоязычной среды. И на меня, я помню, в течение многих лет люди, для кого русский язык родной язык, очень долго обижались и не могли со мной никак согласиться, что мы здесь русские, мы интеллигентные люди, высшее образование, которые получали здесь в Эстонии на русском языке. Но я говорила всегда, что ваш язык не русский, у вас русский свой местный язык. По поводу сепика, поскольку все-таки я жила в России не один год, а несколько десятков, то сепик и серый хлеб – это разные совершенно рецепты. Нет сепика в России. Во всяком случае, не было. Там вообще ничего нет. Есть. У меня есть другой вариант сепика. Простите, вы закончили? Да. У меня есть вариант докторской булки вместо сепика. Я не знаю. Ну, у может быть, меня да, с детства. докторская. Оно именно так называлось. Ну да, может быть, да, докторская. Но не серый хлеб точно. Но не серый хлеб точно. И это я говорила об одной стороне. То есть мы все время находимся в мире антиномии, когда говорим о русском языке. С другой стороны, то, что отмечает язык диаспоры, это не только, естественно, русский язык Эстонии, а в любом изолированном пространстве, это консервация. Наоборот, очень много элементов в нашем языке, которые законсервированы. Они подверглись уже изменениям в метрополии, но в нашем языке действительно как законсервировались, и мы были сами свидетелями одного комментария, читали лекции с моими коллегами в РГГУ в Москве, и после лекции один из коллег сказал нам, что он с удивлением, слушай, как много русских слов мы знаем, потому что огромное количество тех слов, что мы произносили, они уже не используют, а используют англоязычные заимствования вместо них. Так что вот здесь, видите, вот такое влияние, с одной стороны, влияние эстонского языка, с другой стороны, мы консервируем какие-то формы, и потом их выдаем как некий такой архаизм. Это же известный факт. Ведь первая волна иммиграции после 1917 года, те, кто уехал из России в Париж там, и так далее, потом, когда через много-много лет с ними были установлены контакты, все отмечали, какой русский язык они сохранили. Мы, конечно, не такой, но, видимо, действительно что-то консервируем. Но и еще, кроме лексики, у нас, знаете что, мы на уровне подсознания усваиваем чужую интонацию. И когда мы приезжаем в Россию, они говорят, вы говорите по-русски, но не по-русски. Мы те же самые слова произнесли, но наше предложение все равно построено слегка по другим законам именно интонирования. Вот на этом уровне хорошие фонетисты это слышат и говорят. Даже вам говорят? Мне Владимир Владимирович Борисов первое, что сказал, столько. Я этого не замечаю, до сих пор не замечаю. Я считаю, что у меня этого нет, но вот он мне первое, что сказал при встрече. А вот может это быть наоборот, вот такое как бы воображаемое, с его стороны воображаемое нечто? Эстонка приехала, должна отличаться? Да. Нет, у него этого не было. Да нет, он именно фонетику мне, это он мне сказал. А может у вас всегда была такая фонетика? Да вообще он знал вас когда-то раньше? Он знал вас раньше? Нет, так это когда отсюда? Конечно, знал. Конечно, он Когда вы еще хорошо говорили? Так ты решил. Хорошо, правильно. Вот там знаток нескольких языков хочет выступить. Я могу откомментировать чуть-чуть с другой стороны. Так как я лет 10 прожила в Латвии, в Латвии русские говорят интонационно по-другому. И они меня тоже сразу определяли как человек не латышского производства, совершенно. Скорее всего, есть, но просто сами... А мы это сами слышим. Когда мы приезжаем в Латвию, вот когда мы к коллегам ездим, приезжаем, это сразу слышишь, что это русский язык, это наш русский язык, но это интонация не наша. То есть они усвоили латышскую интонацию. И не специально, а на уровне подсознания. Те, кто, конечно, учился в университетах Латвии, потом, видимо, я даже не знаю, быстро они перестраиваются, когда приезжают в Россию или нет, потому что там это интонирование еще сильнее. Мне кажется, у нас оно чуть слабее, а там оно сильнее. Там все сильнее. Правда? Конечно. Но конфеты у нас вкуснее.
Но пока что У них слаще. пока что мы не говорим о разных стандартах русского языка. Потому что если мы сравним тот же английский язык, который тоже должен, по идее, быть одним, да, мы уже говорим об американском стандарте, об австралийском стандарте, о британском стандарте, других стандартах английского языка. О русском языке мы пока так не говорим, хотя идеи уже звучат, что может быть необходимо говорить о разных территориальных стандартах русского языка. Но пока что только на уровне идей. Надо попросить Гиннес на работу. Эстонский вариант русского языка. Может быть. Ну и все, будет хорошо. Значит, я так понял, что отличается, ничего не поделаешь, можно выпрыгивать из штанов, но все равно он будет отличаться, хотим мы этого или нет, потому что язык явление живое, а когда живые взаимодействуют, тогда один на другой всегда каким-то образом оказывает какое-то действие. Деться от некуда, и точно такой же вопрос мы могли бы задать, отличается ли русский язык во Франции от русского языка в России, в Германии от русского языка в России и так далее, и так далее. То есть мы как Франция и Германия как минимум. Я так думаю. Или как Москва. В Москве тоже своя определенная информация. То есть у них даже по городам. Как у Пермяков, у них очень такой свой говор, очень такой. А в Вологде? Вологда, да. Юг России, В общем, нет одного русского языка, на котором мы могли бы все равняться здесь, в Эстонии. Да, а можно мне еще лингвистов спросить? А наоборот, воздействие русского языка на эстонский, оно каким-то образом контролируется, изучается? И что можно об этом сказать? Это надо в другой среде вопрос задавать. Мы этим не занимались. Это же должен быть носитель эстонского языка очень хороший. Мы можем у Ханны спросить. Влияет русский язык на эстонский? Айда пока. Да. Обсценная лексика очень принимается. Я могу знать языка, я работаю в двуязычной школе, и мои эстонские коллеги говорят, да, влияет. Вот. Настроение уже тоже такое. То есть не только на уровне лексики, а как-то и по-другому. Да. Так, значит, можно считать, что русский язык в Эстонии отличается. И перейдем к следующей теме, которая называется «Насколько грамотны русские СМИ в Эстонии?». Можно еще включить? Это точно. Сегодня мы принимали экзамен по русскому языку как иностранному и работаем в паре с московскими коллегами из университета Дружбы народов. И первое, что мне сказала моя коллега, она говорит, я сегодня утром записала несколько примеров ошибочного употребления в первой утренней программе, с которой начинается у нас, которая идет... Всехнее утро. Вот всехнее доброе утро Таллин она услышала, а вчера, видимо, это был передача, которая идет актуальная камера. Она не послушала, у меня там работал телевизор, и она сказала, что я записала несколько примеров. Ну, я спросила, что экзамен уже пошел, но то, что человек это услышал, москвич услышал, записал, зафиксировал. Это факт. Пусть москвич своих московских специалистов записывает. Там, это они делают. Там еще похлеще бывает, чем у эстонских этих самых журналистов. Так что... Я просто перебила вас. Ничего, ради бога, ну что тут говорить, то все же знают, что это не средство массовой информации, издевательство над русским языком, никто ничего не умеет, никто ничего не понимает. Умеют все-таки, да? Ну, слава богу. А то ведь у нас все специалисты в области русского языка, некоторые специалисты поправляют даже, извините меня, уголовный кодекс, который записан в Москве-Жарах, и говорят, что так не бывает по-русски. Я не говорила, что не бывает. В контексте неуместно. Поэтому вопрос, конечно, интересный, но здесь я вправе задать и другой вопрос. А грамотность мы в чем будем мерить? В сантиметрах, граммах, в количестве ошибок на квадратный сантиметр газетной площади или в количестве ошибок на минуту эфирного времени? Не знаю.
Потому что легче всего сказать, что они не умеют, они не знают, они ничего не слышат, они неизвестно где учились, в школе имели двойки и так далее. На самом деле не может быть так, что вот мы здесь живем, мы сейчас много говорили про грамотности, всякие разные сложности, и вот единственное, что не испытывает сложности, единственное, у чего нет сложностей, что не испытывает трудности, это вот средства массовой информации или медийные ресурсы, как их теперь принято называть. Там такие же сложности, такие же проблемы, как и в любом обществе, и, конечно, там чуть-чуть сложнее, может быть, связь это прослеживается, к сожалению, через карман или бумажник, если хотите. Потому что грамотные люди, они, когда они грамотные, они еще какие-то профессии имеют. Вот так получается почему-то, не знаю. А люди, которые менее грамотные, или которые не знают, чего они хотят, они идут изучать, там, я не знаю, филологию, журналистику или еще что-нибудь, потому что, а куда пойти, черт его не знает, математику я не знаю, физику я не знаю, химия ужасно, природоведение говно, давай я лучше пойду вот русский язык, я же по-русски умею разговаривать, умею, я пойду на филологию, идет на филологию, учит там как-то русский язык, и даже если он выучивает русский язык, то теперь, когда закрыли отделение, или как это назвать, кафедру, или как это назвать, не знаю, направление русской журналистики в Таллинском университете, то человек, который получил как бы филологическую подготовку, он считает, что он в состоянии заниматься журналистикой. В состоянии, да, но уровень этой журналистики достаточно низок, к сожалению. Потому что там в журналистике, как у всякой профессии, может быть, не как в точных науках, но все равно есть какие-то свои правила, какие-то свои законы. Есть жанры, есть система определения жанров и отношения к этим жанрам. Это когда в редакции, скажем, люди сидят, и одно дело, они сидят на летучке, это собрание, да, редакционное, и говорят, слушай, напиши мне что-нибудь там, какой-нибудь скандал. Но это никуда не годится. А когда говорится, что напиши репортаж из зала суда, где начался процесс над самыми крупными взяточниками в истории Эстонии, которые когда-то возглавляли Таллинский порт и получили там 4 миллиона этих самых евро, как минимум один и два другой и так далее, это уже определение жанра. И тогда человек знает, что он должен сделать. Если он знает, как пишется репортаж, это тоже еще вопрос. Да? Поэтому говорить о том, что русские СМИ грамотные, неграмотные, по-разному. Есть смешные истории, но они все связаны, в большинстве своем, они связаны с переводом. Но есть еще одна история, которую я вам могу напомнить, может быть, вы ее видели, я даже себе где-то выписал, если найду, тогда я вам ее зачитаю. Это грамотность не только русских СМИ, это еще и грамотность людей, которые занимаются коммуникацией. В общем, там было так, что... Вот что-то сейчас не вижу, где это у меня. Извините, я чуть-чуть поищу, ладно? Это, на этом листочке не то совсем. Сейчас Ну вот, куда отнести вот этот пример, например, этот пример к чему отнести? К грамотности или к особенностям русского языка, или кто должен переводить, или к чему? Значит, вот на портале Рус.ЕРР.ЕЕ, если вы знаете, есть такой портал, и там русские новости появляются, или новости на русском языке, и там очень часто важные люди, которые должны говорить достаточно точно и правильно, министры, они говорят, что вот вопрос о русском гражданстве, он туда-сюда, пятое-десятое. И нет русского гражданства, вообще никакого. И это смешение чего? Понятий или неправильно переведенное. Потому что когда эстонский человек говорит «Вена», для русского человека, который воспринимает это, он считает «Вена» русский.
Но у эстонцев-то Вена это наполнено разными смыслами. Там может быть Вена русский, а может быть Вена России. И не всегда Вена России с большой буквы В. И тогда речь нужно вести не о русском гражданстве, а о российском. И это безграмотность политическая, безграмотность переводческая или и та, и другая. Очень трудно сказать. Но вот такие случаи, они, к сожалению, ну, не скажу, чтобы часты, но встречаются, и это достаточно печально, потому что есть такая газета «Столица», наверное, вы ее знаете, да? И в этой газете выступает человек и говорит, что надо всем учиться на эстонском языке, всех надо отдавать русских детей в эстонские школы. Вот у нее, да, у меня вот дети учатся в эстонской школе, я закончила с погружением, и все замечательно, они прекрасно знают эстонский язык, блестяще знаем мы русский язык. И вот этот блестящий знаток русского языка, где-то у меня было, да, этот говорит, этот же блестящий знаток русского языка говорит, безусловно, политические игры часто маневрируют общественным мнением. Это специалист, который, значит, по коммуникациям, он знает прекрасно русский язык, он замечательно знает эстонский язык, а это плод вот этого погруженного обучения, как мне кажется, потому что погруженные, которые выходят потом из этого погружения, они русский язык знают разговорный, а литературный они не знают. Эстонский язык они знают лучше, но я не специалист, и я не могу оценить степень знания их эстонского языка, но я точно знаю, что они эстонский знают лучше русского, и это русские люди. На них смотреть жалко. Но они по-разному относятся к этому. Но вот когда они маневрируют общественным мнением, это смешно. Это мы что? Это мы про русские СМИ, про грамотные, да? Так давайте тогда вот ваши претензии, есть вот у нас еще сколько-то минут, ну как раз 5 минут на обсуждение этой темы, пожалуйста. СМИ полностью исчез институт редактуры, таковой и телефуры. Вот я там вякнул про это самое, про карманные бумажники, к сожалению, русских средств массовой информации остался один. Прописи, да, это газета МК Эстония, которая русская, ее издают как бы русские люди. А все остальные принадлежат эстонским владельцам. Дельфи, Постимес, что там еще есть, Ихтулех, которая раньше была столица по-русски, и все, и Яна, и все, что есть, оно принадлежит эстонцам, а эстонские владельцы, они, видят, что получить с этих русских средств массовой информации много денег не выходит, потому что аудитория достаточно ограничена, особенно в сравнении с эстонской аудиторией. А если много не идет мне в карман, зачем я буду много вкладывать? Раз я не хочу много вкладывать, тогда я не буду нанимать тех бездельников, которые называются там редакторы, корректоры. Есть у тебя высшее образование, но ты грамотный, давай, все. Когда по вашей логике эстонские СМИ должны быть, по крайней мере, лучшего качества? Они и есть лучшего качества, конечно. А вы не видели, сейчас очень модный тренд в соцсетях. Русские люди пишут, я по-русски не читаю ни Дельфи, ни Постимес, это такая лажа, я по-эстонски читаю. Но как русский человек, он же не может оценить грамотность написанного текста, если у него эстонский язык. Нет, грамотность не может, но он может оценить глубину изложения. Соответствие нормам и каким-то правилам. Разброд и шатание, количество тем. На самом деле там тоже разные приходится, потому что в эстонских СМИ часто натыкаешься на якобы аналитический текст, который по ощущениям писал пятиклассник. Аналитиков да. Там 2 человека на всю эстонскую журналистику. Вот иногда, когда читаешь не их, становится безудержно стыдно. А кто второй? Второй ваш коллега, Тынис Сарс. Окей. В принципе, это проблема, потому что эстонцев просто физически мало, и поэтому на все не хватает, а особенно талантливых и хорошо подготовленных. С этим ничего не поделаешь, это объективно.
Еще у нас есть несколько минут. Нет желающих очернить местные русские СМИ? Все в порядке? Когда по Первому каналу российскому идет 1 сентября надпись «Здравствуй, школа», все, по-моему, сказано. Все мы люди. Люди ошибаются. Так, еще по каналу «Россия», НТВ, ЭТВ+. Все, поехали дальше. Тогда пятая тема. Кто должен переводить и редактировать рекламу? Я не знаю. Кто должен и переводить, и редактировать. Пусть она будет переведена, то есть ты видишь переведенный вариант, а вот то, что там редактор отсутствовал совершенно, и сам редактор тоже, это точно. И когда начинаешь читать, все мы знаем, что концы с концами просто по содержанию в рекламе очень часто не сходятся. И, к сожалению, ведь рекламные, вся реклама, которую мы получаем в почтовый ящик или около почтового ящика, та, которая на русском языке, она формирует во многом вкус отношения к русскому языку, потому что это именно то, что читают все, пробегают хотя бы глазами, и, к сожалению, это откладывает отпечаток, накладывает определенный отпечаток, откладывается в нашем сознании, и мы получаем вот такой результат, когда мы и говорим, и пишем хуже, чем это было раньше. Мне кажется, что тут влияние очень плохих текстов, которые мы держим в руках. Я предполагаю, что ошибки в рекламе и плохой перевод точно так же связаны с тем же самым денежным вопросом. Гораздо проще отдать просто какому-то знатоку русского языка, перевести рекламу и не заплатить ему ничего, или заплатить какие-то копейки, чем обратиться к специалисту, который действительно может над этой рекламой поработать. Но меня в последнее время немного удручает даже не столько перевод и качество именно языкового контента нашей рекламы, сколько сам смысловой некоторый посыл, да, потому что когда идет реклама, и в рекламе объясняют, что если ты заботишься о своей семье и хочешь сделать своих детей счастливыми, то ты должен купить дом в таком-то районе. Здесь претензии уже не к языку, а к тому, что у нас формируются определенные клише, что такое счастье, что такое забота о своих близких и так далее. Это уже не совсем язык. Да, все же, если в тексте рекламы, то есть какое-то солидное учреждение, у меня, к сожалению, нет, не записано ничего, но, наверное, у каждого свой пример, когда встречались с рекламой, было стыдно за перевод, ну, действительно стыдно. Причем иногда бывали моменты, что первое время, когда вот я опять же только приехала в Эстонию, я начинала думать, может быть, я из изучения эстонского языка теряю знания русского языка, и я доверяла рекламе, и начинала сомневаться, что, наверное, ну, на рекламе-то всякое, ну, вот так публично должны вывешивать на правильном языке рекламу, это невозможно. То есть престиж вот этого предприятия или мероприятия, кто отвечает, кто хочет донести рекламу и на русском языке, то есть они за это никакой ответственности не несут. Здрасте, как это не несут? Но все-таки, по-моему, в некоторых фирмах немного задумываются о переводе рекламы. По крайней мере, когда я еду за рулем и слушаю рекламу по радио, заметила, что что-то происходит в той же самой фирме Коop, потому что там, где вот у них эстимайны, да, вот это слово они используют. За последние полгода я слышала несколько вариантов перевода именно этого слова, потому что по-русски мы не можем передать какой-то вот такой короткой фразой, да, это выражение. Чувствуется, что там то ли переводчик над этим работает, то ли у них есть кто-то из носителей русского языка, который чувствует в каждом варианте перевода какую-то фальшь и предлагает заново. Я не знаю, что там происходит, но это очень интересный факт. В течение последних полугода я слышала несколько вариантов перевода. Я сижу за рулем, мне всегда очень жалко, что я не успеваю записать, а потом, пока я доехала куда-то, уже из головы все выскочило. Если бы это на светофоре произошло, я бы еще успела хотя бы в телефон бить научно. Здесь две возможности, когда эстимайна. Нужно учитывать контекст. Эстимайна – это в эстонском контексте, когда говорят о том, что ну вот Мартин Хельме, эстимайна политик, да?
тогда это проэстонский политик. И мы должны быть все эстимайсы, то есть проэстонские. А когда говорят, что эстимайны той, тогда это отечественная еда и продукт. То есть здесь все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но вот они так и не дошли до перевода, что мы поддерживаем эстонского производителя, отечественного производителя. Да. Нет, видимо, используют слово производитель, потому что в самом вот этом эстимане там больше, чем производитель. Там они, видимо, хотят выйти на общеконцептуальный уровень. Может быть, да. Есть Майна, как имидж Эстонии. Там есть еще одна очень важная вещь. Это называется очарование чужого языка. Нам кажется, что они в это эстимальное вот сколько вкладывают, а на самом деле Вена Майна это пророссийский. И все. То есть Вена Мельна, да. Значит, еще, если можно, два слова про рекламу. У нас еще тут минут сколько-то есть, по-моему. Да, еще есть 3 минуты. Значит, рекламу должен переводить человек, который, как бы это сказать, креативный. Нельзя переводить рекламу слово в слово. Все это знают, все это понимают, но не всегда получается. Вплоть до, когда вы смотрите рекламу по московским или по российским каналам про самый популярный, этот, как он там называется, ресторан быстрой еды, как он звучит? Как? Он по-русски в Москве звучит Макдоналдс. Не Макдональдс, как мы его называем, Макдоналдс. И это требование, вероятно, этих самых хозяев американских, потому что у нас Дональд, он Трамп, хоть Трамп, но Дональд, а не Дональд, а Макдоналд, это Макдоналдс. И тут очень много превходящих. Но важно понимать, во-первых, что когда ты переводишь рекламу, ты должен знать, что она рекламирует. И очень часто эстонские, как справедливо заметили коллеги, эстонские предприятия, организации, учреждения, офисы и кто там еще, которые заказывают рекламу и хотят, чтобы она прозвучала на русском языке, они поступают по системе, которую все прекрасно знаете. Кассатунна кедаги, кестунна кедаги, яхмолонюк стутов тема мес, он туттов ведалось и говорит, ему реагит венокет. Все, вот этот туттов переводит, понимаете? Отсюда и вот этот бред, который мы видим в переводе рекламы. А это достаточно сложная работа, и перевести рекламу, ну вот, скажем, простой пример. Сейчас по-эстонски все авастатокси. Авастаге уэт майцет, авастаге уэт кохат, авастаге, и бог его знает чего еще, авастаге. И получается, что мы переводим, ну, авастану. Ну, открытие, да, открыть. А на самом деле, ну, фигня это, потому что это слово сейчас выполняет функцию другого слова, которое по-русски переводится как знакомиться, познакомиться, узнать. И когда мы переводим авастаге «откройте для себя новые вкусы», то понятно, что ни один нормальный человек так по-русски не скажет. Вы не скажете, что, слушай, пойдем в ресторан, откроем для себя новые вкусы. Но познакомиться с новыми вкусами тоже вкусно. И познакомимся с новыми вкусами не скажешь. Значит, надо искать третий вариант. Да? Там не сочетается. Поэтому там масса всяких вот этих вот сложностей. И, конечно, перевод рекламы это один из сложнейших вообще переводов. А когда за него берется все, ну, кто угодно, а это сейчас, между прочим, у нас, среди прочего, беспробудная самоуверенность людей, которые считают, что если они учились в эстонской школе, а у них папа русский или мама русская, они могут переводить на русский без всяких проблем и наоборот тоже. Это люди, которые приходят и говорят, вам на какой перевести? Я на любой могу. И поэтому здесь, ну, пример какой-нибудь. Пойдем в ресторан, знакомишься с новыми вкусами. Да, конечно, ознакомишься, естественно. Да. Завяжешь знакомство с новыми вкусами. Я на всякий случай, извиняюсь, прошу прощения, у нас рядом в помещении будет проходить собрание дома.
Если там немножко будет шум, у нас есть первый вариант, у нас есть микрофоны, а второй вариант, я немножко иногда буду выходить, и там, может, если надо, будет успокаивать. Это не мои коллеги, это человек у никогда нас... вам не скажет, что у нас будет собрание дома. Дома собрание. А вы все поняли, о чем идет речь при этом, да? Я хотела сказать Юхисту, но думаю, так нельзя. Вы можете сказать, что по-русски это было бы собрание нашего коллектива, но по-эстонски это моя косвенность. Товарищество. Спортивного товарищества. Но мы все поняли. Мы все поняли, хотите на здоровье, сколько вам... То есть русский житель Финляндии мог бы понять, о чем идет речь. Это, Вот это вот как раз местный русский. А из смешных переводов это в голову не придет так. Тулеп Хелот. Перевод. Какой? Наступает весна. Весна идет, весна дорога. Ну а там что, придет? Весна в пути. Тулеп, тулеп, Но потом креативный был просто переводчик. Конечно, Как вы и хотели. конечно, да. Или смешной перевод «Пудалусет рогитут». «Пудалусет рогитут». Ну, «Пудалусет». А? Корни? А у нас есть русское слово? А есть русское слово? Это внизу. Есть, конечно. Как это, по-эстонски есть, а по-русски нет. Так Я не бывает. знаю, например. Ну, в общем, пудалусет это приствольные круги. Дерево, пуалуна это то, что... У нас, видимо, это терминологическая лексика. Ну, я не знаю, какая это лексика, во всяком случае, так это по-русски. А дальше роги тут, пудалусет, роги тут, ну, рокима, там много разных значений, но если это приствольные круги, значит их там почистили, наверное, да? Так вот, перевод. Перебрала поленницу. Ну, пудалусет, это значит пуд и алусет, ну, дрова под это, навес там, перебрала поленницу, все нормально. Вот, так что с этим все бывает достаточно смешно, достаточно порой фантастично и не имеет мало общего с тем, что на самом деле имелось в виду. Здесь вот еще что важно. Спрашивают, а что делать, какой выход? Выход здесь один и достаточно простой. Если вам не нравится перевод, который вы видите, реклама, то можно написать тому, кто эту рекламу выпустил, потому что на самом деле люди хотели как лучше. То, что они вообще взялись за дело и решили перевести рекламу, ну, лучше не в том смысле, что вот мы позаботимся об этих русских и переведем им эту рекламу. Ни хрена подобного. Просто мы расширим свой, ну, как бы рынок, да? Вот у нас эстонский рынок, а мы его на русский тоже направим, и русские люди тоже будут покупать. Но вот здесь, когда это происходит, вот то, что мы с вами сейчас обсудили, то выходит, что предприятие, организация, там, я не знаю, учреждение, оно вот таким переводом портит свой имидж, свое реноме. Вот отвечают они за это или нет? Они отвечают за это деньгами. Но они этого не знают, и если мы им это сообщим, что вот, ребята, у вас это вот не очень удачно, и лучше было вот так, тогда над вами смеяться не стали, и вашу продукцию стали бы действительно покупать русские люди. Это был бы выход. Другого выхода не знаю. Еще есть замечательно? Ничего подобного. Я посылала в эту фирму Йоми, которая витамины выпускает. У них был чудовищно переведенный буклет, там такие были коры, что это вообще просто не передать. Я им перевела все это красиво, сказала, что кому они заплатили, что... Нет, я им написала, они же обращаются для того, чтобы перевести буклет, они все-таки обращаются к людям, которые профессионально этим занимаются. Я сказала, что эти люди обманывают, потому что переведено безобразно. И я очень надеялась, что хотя бы одну пачечку витаминов Йоми они мне пришлют. Им сказали, ой, спасибо, и все. Как только вы сказали, что кому вы сколько заплатили, и что перевели идиоты, то первая реакция людей, которые получают такое письмо, а сама-то ты кто? Нет, они мне были очень благодарны. Я понимаю, я говорю о первой реакции они больше людей. никогда не обращались в эту
контору, потому что там работают халтурщики. Понятно. Значит, первая реакция людей – это сами вы кто. Потому что, если вы заметили и обратили внимание, да, но зачем говорить, что там идиоты, эти, халтура, кому вы заплатили, это не ваше дело. Нет, ну я же не в такой грубой форме, что кому вы заплатили. Ну, вы так сказали, я не Ну знаю. да, я просто сказала, что некорректно. Написано было лучше, чем Да. Ну, тогда хорошо. Пишите вы лучше, чем говорите. Да. Отлично. Прекрасно. Так, 6-я тема. Как правильно, русский или русскоязычный? Житель, портал, бизнес, проект, Таллин или Таллин, Рабарбур или Ревень? А можно Ревень. я сказать? Ревень. А можно Ревень. я сказать? Да, он Ревень. все-таки ревень. Я Ревень. вчера специально посмотрела. Ревень. Запомнили? Ревень. Все. Ревень. Тогда лучше раба. проще, по крайней мере. Это, конечно, не противоречит одно другому, потому что мы же только что говорили, что мы находимся под воздействием эстонского языка, и мы не упираемся рогом и не говорим, что эстонский язык иди плохой, мы тебя не будем усваивать, да? Пусть будет рабарбар, кому нравится, никто ж не будет вас за это привлекать ни к уголовно, ни к административно. Ну. Нам скажут? Как Вам скажут? Значит, русский или русскоязычный? Теперь сначала. Вы хотели что-то сказать? Да, чтобы вместе сказали. Чтобы вместе. Ну, мне кажется, в последнее время мы все же чаще склоняемся к тому, чтобы говорить русский. И ощущение, что так просто лучше звучит, то есть мы говорим о языковом вкусе, скорее всего. Но, опять же, есть люди, которым не очень хочется произносить слово «русский», потому что, может быть, люди не воспринимают себя русскими по происхождению, говорят все-таки по-русски. Да? Опять же, к чему мы прикладываем? Мы прикладываем это слово к СМИ, опять же, или к человеку, или к какому-то еще явлению. Мне кажется, все это очень по-разному. Мы по-разному это ощущаем. Но чаще всего мы это ощущаем таким образом: реже слух, не реже слух. У меня в последнее время такое ощущение. Мне кажется, что само слово «русский» очень политизировано, и поэтому вкусовое ощущение может быть тут сказать. А как правильно, я не знаю. Как правильно, тоже не знаю. А вы знаете? Нет. Я знаю, как правильно. Это очень просто. Русский правильно. Нет проблем. Значит, там несколько аспектов у этой, как бы это сказать. Проблема. Ну да. Явление. Вот явление это лучше, чем проблема. Это у вас это проблема, а у нас явление. Значит, первый, когда речь идет об этносе, русский, все, тут говорить не о чем, да? Понятно, вопросов нет. Второй, когда речь идет о литературе, опять. Русскоязычная литература, ну пускай она литература, правда? Так же. Третий аспект, политический. Как это не смешно. К сожалению, в странах постсоветских очень часто политику всовывают в лингвистику, и язык начинает страдать из-за вот этих вот политических игрищ. Это те же самые в Украине или на Украине. На Украине. Не может быть на Украине, это значит на какой-то окраине, это ерунда собачья. Не-не-не, на Украине. На Украине, Да, да, вот это хорошо, да, на Украине. Потому что есть правила русского языка, и каждая независимая республика, она хочет быть настолько независимой, чтобы диктовать русскому языку свои правила. И это очень печально, к сожалению. И поэтому введение термина русскоязычный, он и был раньше, но его стали эксплуатировать именно с политическим оттенком, потому что когда нам хотят сказать, что в Эстонии вот столько-то русскоязычных, это значит что? Это значит, что у нас не только русские, у нас еще другие, и их много. Но считайте других так, как вам нужно. Потому что мы, когда, скажем, говорим, вот русскоязычные средства массовой информации, медийные ресурсы. Почему русскоязычные? У нас есть газета, она называется «Эсти Экспресс». Вы когда-нибудь говорили, что это эстоноязычная газета? Ну, в голову не придет, да? А почему же тогда Дельфи – это русскоязычный портал? Русский Дельфи.
Вполне понятно. Он на русском языке. У нас есть эстонское телевидение. На эстонском телевидении есть русскоязычный канал ЭТВ. Почему не русский? Тогда пусть будет эстоноязычное телевидение. И в этой ситуации есть, я думаю, что точно так же, как и с вот этим вот Вены и Вена с маленькой и Вена с большой. Когда говорят о том, что их очень много у нас туристов из России, да? И Вена турист пишется с маленькой буквы, и перевод какой? Русскоязычные туристы. Русские туристы, но тогда приезжающие из России евреи, армяне, татары будут обижаться. И тогда правильно будет говорить российские туристы, а не русские. И мы должны вот эту вот разницу постоянно понимать. А то, что русскоязычный термин, такой он существует, он имеет право на существование, почему нет, если слово есть, его можно говорить и произносить. Но надо понимать, что этот термин имеет политический оттенок, и когда нам пытаются навязывать это, тогда мы должны понимать, в каком контексте это говорится. Я думаю, это хорошая тема для бакалаврской работы на следующий год. Проследить использование слова русскоязычный в эстонских СМИ, я имею в виду в русских эстонских СМИ, да, и в российских СМИ, например. И тогда мы сможем сравнить, действительно политизирован ли этот термин. Там можно посмотреть, когда начинается вот это вот подъем использования. Ну и, пожалуйста, ваши глубокомысленные соображения по поводу русско-армяно-еврейскоязычных. Но речь идет о том, что для каких-то категорий людей, разных национальностей, русский это родной язык. Но тогда они действительно русскоязычные. На фоне, не вообще, вот в России этого не будет. Но в Эстонии на фоне эстонского языка они, конечно, будут русскоязычные. Когда мы говорим о языке. Когда мы говорим о людях, которые для язык родной. Но в Эстонии. А во Франции? Аналогично. А в Германии? Я же говорю, что мы как Германия и Франция. Да? Да? Все прекрасно. Только маленький. Ну, это смотря с чем сравнивать. В Исландии еще меньше. Там еще были какие-то, кроме русскоязычных. Правильно. Какая у вас хорошая память. Они тут разболтались, как старый назад. Таллин или Таллин? Два Н или одно? Пожалуйста. Перед тотальным диктантом, видите, по-моему, это у меня главная тема. Приезжал главный редактор Грамоты.ру. Грамоту.ру, наверное, все смотрят, словари и так далее. Владимир Попов. И он сказал, что этот вопрос закрыт. Поэтому я просто его процитирую. Если вы живете в России, и вы считаете, что по правилам русского языка, если вы живете в России, и вы считаете, что по правилам русского языка, ну, то есть там действует правило русского языка, пишется в конце одно «н», потому что ведь русский язык удвоенных согласных, долгих вот этих согласных, он не знает. Славянские языки не знают долгих согласных. Отсюда наши с вами беды, связанные с написанием одного и двух «н». Мы же не слышим, долгий он или недолгий. Вот и все. И то же самое Таллин. В конце у нас там нет. Так вот, по-русски пишите, пожалуйста, с одним «н», если вы в России. Если в Таллине вы произносите по-другому и в соответствии с нормами эстонского языка, законодательства, пишите, пожалуйста, два «н». И вопрос просто закрыт. Можно писать и так, в зависимости от требований, которым вы подчиняетесь, в зависимости от вашего вкуса в какой-то мере. Мы прекрасно знаем, что в учебной литературе для школ мы пишем два «н», и слово-таллинский пишем два «н». Учебная литература это требует, иначе просто-напросто она не будет допущена. И завершая вот это рассуждение, он достаточно долго там объяснял, опираясь опять-таки на данные, которые ему отсюда прислали, там, где объяснялось происхождение слова «Таллин», которое здесь все знают, это датский город,
этот лин с двумя «м» и так далее. И в заключение они сказали, что в принципе есть такое мнение, что в слове «Таллин» можно писать и 3 буквы, но только «л». Ну, это уже в качестве шутки. То есть, ну, вот такое сложное написание, политизированное, но оно не столько политизировано, сколько оно все-таки имеет языковое объяснение. Что касается 2 «н» в конце, то есть слово «бон». А вот попробуйте произнести, что у вас там в конце будет в слове «бон». И второй, простите, я не помню, Норвежский, по-моему, какой-то город, помните, в этой статье газетной приводилось. Есть еще один город, где тоже в конце 2 «н». Вот все, больше таких городов с 2 «н» в конце нет, потому что мы этого просто не произносим, даже если пишем по законам языка, с которого переводим. Вот насчет законов я как раз хотел бы сказать, если позволите. Значит, вот этот ваш главный редактор, он по каким законам предлагает писать Таллин с 2 «н»? По законам каким? Он сказал, что по закону, да. Да, он по сказал, закону. что здесь... А знаете, какой закон? Да, слушаю какой? вас. Слушаю вас. Значит, этот закон – это приказ министра образования Тенниса Лукаса о том, что на русском языке Таллин нужно писать с 2 «н». А раньше не было, потому что обсуждение началось... Раньше не приходило в голову министру образования Эстонии диктовать, как по-русски писать слово. И это, сейчас этот спор, кстати, слава тебе Господи, вновь всплыл, когда новый министр иностранных дел Рейнселу, прочитав статью бывшего первого секретаря Тартусского горкома партии господина Алаталу, который теперь считает, что он проехал где-то и видел в каком-то аэропорту, Таллин написано с 1 «н», это же безобразие, надо немедленно этот вопрос поднять, проблему решить, и министр иностранных дел Эстонии будет заниматься поездками по портам, аэропортам и вставлять туда 2 «н». Мне интересно, что он вставит, сука, в Петербурге. Но это еще ничего, а пусть он еще съездит в Пекин и там заставит их написать правильно. Но надо же иметь голову, если ты министр, правда? И когда вот этот, как бы это сказать, политкорректный ваш редактор говорит, что по закону в Таллине, нет, он не мог. Общий. Он грамотный. Да. Вот он, когда он говорит, что по закону, да, он действительно сказал, по закону надо писать 2 «н», так вот нет такого закона. А то, что ему кто-то там прислал и сказал, значит так, в Эстонии есть государственный язык? Но дело в том, что в слове «Таллин» это колебания, это не единственное название города, которое в русском языке точно так же колеблется в своем написании. Если вы откроете словари и посмотрите, как пишется слово город Питтсбург, то точно так же вы увидите его написание с 2 вариантами, с 1 «т» и с 2 «т». И эти правила, эти нормы, они постоянно исторически пересматривались. И до каких-то там 50-х годов по-русски тот же Саром написался с одной «а» и в начале, и в конце слова. И в результате пересмотра всех этих требований еще в пределах Советского Союза мы Сарма стали писать с 2 «а». И в первом слоге, и в последнем. И как бы здесь политизировать этот вопрос ни в коем случае нельзя, потому что практики существуют разные. Политизировать этот вопрос нужно, и, вернее, его политизировали, и политику сюда привнесли, потому что это та же самая Алма-Ата через черточку, которая теперь по-русски должна, по мнению казахстанского правительства, быть Алматы, без черточки и без Ата. Это первое. Второе. В 1995 году было принято постановление администрации президента Российской Федерации о том, как писать названия бывших союзных республик и их столиц. И там четко сказано, что как писать, с тем, чтобы не было вот этих вот расхождений в русском языке. А то, что вот этот вот редактор говорит, что по-русски в Эстонии можно так, а в России можно так, что у него 2 русских языка. У него не 2 русских языка, у него просто элемент, вы правильно говорите, легкой политики. Пожалуйста. Я вас преподаватель стилистики Российского университета Дружбы народов. В русском языке на данный момент есть только одна четкая норма. Таллин пишется с 1 буквой «н» на конце. Это было принято еще в 1956 году, еще до этого тоже Таллин писали с 1 буквой «н». И с того времени орфографические правила не менялись, поэтому в академических словарях
Таллин пишется с одной буквой «Н». И когда вот был принят вот этот вот закон министра Эстонии, совершенно другие, да, отношения к России, мы составляли тексты для экзаменов по русскому языку в Эстонии. И тоже очень долго думали с коллегами, как же нам теперь быть, как мне написать слово «Таллин». Обратиться к русским словарям, написать с одной «Н» или сделать вот такой вот, ну, реверанс, жест, да, в сторону Эстонии, написать с двумя буквами «Н». И большинством голосов было решено все-таки написать «Таллин» с двумя буквами «Н» на конце, хотя мы многие были внутри против этого. И вот, проверяя письменные работы, я лично читаю работу. Написано слово «Таллин» с одной буквой «Н» и в скобочках приписка. Слово «Таллин» в русском языке пишется с одной буквой «Н». Это написал, я не знаю, кто это был, эстонский учащийся, да, или русскоязычный. Кто это, эстонец, да, или русский, не знаю. Ну вот, пожалуйста, человек. Это не то, что политики лезут со своей политикой в лингвистику. К сожалению, это довольно часто. Это было на самом деле всегда. Мы с вами прекрасно помним, когда Хрущев пришел к власти, и словаря исчезло слово «хрущ». Хрущ — это жук, который уничтожает урожай. И вот посчитали, что это слово не должно быть в словаре вообще в русском языке, дабы не обидеть нашего Никиты Сергеевича. Вот это слово исчезло, потом, правда, его снова включили, но, к сожалению, до этого влияние не. Поэтому по правилам русского языка Таллин пишет с одной буквой. Ну, об этом по-моему нет вариантов. Вариантов нет. Есть еще желающие просклонять Таллин. Там проблема еще и с склонением, потому что если мы пишем Таллин с двумя «н», то таллинский надо писать таллинский, а финн, который с двумя «н», он почему-то финский, с одним «н», ну и так далее. То есть я чего хочу сказать? Если в Эстонии есть государственный язык, я так и не услышал, он есть, нет? Есть в Эстонии государственный язык. Кто управляет этим языком? Государство. А русский язык государственный, не государственный. И я считаю, что государство не должно вмешиваться туда, куда ему не следует лезть. Будет русский язык государственным, тогда будем разговаривать. Если, Вопрос. Меня интересуют эти аргументы тех, кто настаивает на написании с двумя «н» в конце. Один из них это то, что есть прецедент в русском языке, мы вспоминали сегодня город Бон. И второе, это то самое слово «лин». Когда, я не знаю, кто-то хочет, например, изучать эстонский язык и пишет себе в тетрадку «лин» — это город, то как в русской транскрипции будет это самое слово «лин» с одной, а не с двумя «н». Я тоже ни разу не видел, что, как это называется, не немецкими буквами, а кириллицей «лин» пишется. Если надо, напишем с двумя. Случай с Бонном и Сталиным. Почему в Таллине появилось вот это второе «н»? В 1988 году, когда крыть советскую власть стала уже не так опасно, как раньше, сейчас я, к сожалению, забыл фамилию этого политического лингвиста или лингвиста от политики, который сказал, что в русских картах Таллин пишется с одним «н». Русские карты распространяются по всему миру. Мы заставим этих русских писать Таллин с двумя «н». Вот откуда пошло вот это вот два «н», если взять всю историю этого слова. Бонн был до этого с двумя «н», значительно до этого. Поэтому одно дело традиции, а другое дело политика. Поэтому я считаю, что политику совать туда не надо. Это бесспорно, я с этим легко согласиться. Вопрос в том, может ли лингвистическая норма со временем измениться. Конечно, может. Потому это что вам любой лингвист скажет. Сам по себе аргумент выглядит логичным. Если «лин» в эстонском языке город пишется с двойной «н», то почему-то Таллин не с двойной «н». Нет, можно и с тройной, можно даже Сахалин писать с двумя «н», проблем нет, но пусть это идет от традиции, от каких-то потребностей языка, а не от потребностей политиков. Вот в чем. Да, я как раз о потребностях языка и говорю. Возможно ли теоретически... Нет, теоретические потребности языка я не знаю. Нет, на самом деле, а почему мы считаем, что в слове «таллин» это «лин»?
Вот мне всегда это очень нравится. Потому что это Таня Лин. Да, вот это же предположение, это никто Конечно. никогда не сумел доказать, что это Таня Лин. Это просто предположение. Предположение Это происхождения названия города. Но, к сожалению, уже в другую сторону совершенно, у написания Таллинского времен была традиция, когда во времена Первой Республики Таллин по-русски писался с двумя «н». То есть это, почему это сейчас ощущается, я сама пишу так с одним «н», но почему это сейчас ощущается как политически вот неверное решение писать с одним «н», именно потому, что это советская норма, одно «н», которая была введена уже вот после 40-го года. Когда, получается, политическое решение было принято Россией, Советским Союзом. Советским Союзом, да. И теперь вернули все обратно к тому, что было до. Ну, правда, надо еще сказать, что в Первую Республику русские называли Таллин принципиально только Ревель. Ну, писали Таллин с двумя. Писали с двумя. В 1993-1994 году я впервые оказалась в Берлине и увидела карту Берлина, и, то есть Европы, на немецком языке. Кстати, мы эту же самую карту видели в Вене с Ириной Михайловной на стене Венского университета. Простите, там нет города Таллин, там есть город Ревель, там нет города Тарту. Это было 3 года назад. Там нет Сарана, там есть Везет, конечно. То есть, когда я увидела, Ирина Михайловна подтвердит, мы с ней около этой карты, она даже не висит, она, по-моему, на штукатурке сделана. Да. Вы видели? Да? Нет, не мозаика. Как это называется? Фреска. Вот вам традиция. Что с Рабарбаром? С Рабарбаром все в порядке, он уже сейчас вот такой вырос. Кисель надо делать, а вы что-то, я не знаю, чего вы сидите. Да, время вышло давно уже. Значит, кто хочет что сказать про Рабарбар или ревень, то пожалуйста, потому что ревень по-русски правильно, а поскольку мульгикапсат по-русски, если кириллическими буквами написать, то будет на конце «д», мульгикапсат «д», да? И русские правила нам не позволяют, там «д» писать должно быть «т», все это фигня, потому что мульгикапсат «д». Нет такого в русском языке слова, значит, мы должны написать так, как оно произносится по-эстонски и пишется. И мы это делаем. Почему вы переключились с Да потому что русское слово «ревень» есть, а эстонское слово «рабарбар» у русских местных есть. И какая тут проблема, я не знаю. Довольно интересно. У меня эта проблема возникла только с точки зрения того, что вдруг на телевидении ТВ возникла передача «Рабарбар». То есть если... Ну, она как возникла, так и поникла. Это другое дело. Но если средства массовой информации начнут вот так вот обращаться с русским языком, то куда это приведет? Вот просто у меня вопрос. Кстати, можно я поспорю? Там же название такое именно потому, что это было о культуре эстонской и русской в Эстонии. То есть вот этот вот Рабарбар, по сути, да? Который мы имеем здесь. Да, вот это-то меня и удивило тогда, что это о культуре русских в Эстонии, и надо называть таким словом, которое вообще-то не должно быть в русской культуре. Это была игра? Нет. Значит, поскольку эта передача, как и весь ЭТВ+, задумал, вернее, не задумал, получился как между собойчик, то между собой они прекрасно это понимали. Действительно, что это игра, и действительно, что это вот как бы на грани вот этих двух культур. Но культурные люди нифига не поняли, что это игра. И вряд ли многие другие тоже поняли, что Я могу понять, что это игра, я не хочу, чтобы это лишний раз звучало. Просто. Потому что от повторения все-таки все меняется. Ну, в общем, как бы произошло внедрение неправильного понимания слова «ревень». Но теперь уже нет этой передачи, все обратно внедрилось и вынедрилось, поэтому все нормально. Поехали дальше, да? Билингвизм у детей упрощает жизнь или дополнительная нагрузка для мозга? Коллеги. Ну это как противопоставление.
Почему это противопоставлено? Но это связано, скорее всего, с тем, что в 1985 году профессор Мати Хинт выпустил свою статью «Билингвизм сквозь розовые очки», где он обосновывал неправильность внедрения билингвизма у эстонских детей во времена Советского Союза. И эту статью все благополучно, по-моему, пытаются забыть, потому что сейчас все говорят наоборот, что билингвизм – это очень хорошо. Да. То есть мы понимаем, что к вопросу о билингвизме тоже пытались подойти с политической точки зрения. Да, но более того, Мати Хинт, это наш коллега, он сам признал впоследствии, что это был чисто политический ход, что нужно было сокращать количество часов русского языка в эстонской школе, и поэтому он пошел вот на такой замечательный, надо сказать, это подтасовка, да. В любом случае. Потому что современные исследования о билингвизме говорят, что никак это не влияет на умственные способности детей. И точно так же, как у детей с одним родным языком есть определенные речевые трудности, которые связаны с развитием, с индивидуальными особенностями головного мозга, точно так же такие трудности могут возникать у билингвов, конечно же. Но это не является следствием того, что ребенок владеет вторым языком. С другой стороны, опять же, есть исследования, говорю, это все исследования, здесь их очень сложно подтвердить или опровергнуть, потому что каждый билингв – это индивидуальный случай, понимаете, это индивидуальный случай. Мы не можем загнать их и изучать как некую такую абсолютную величину, да, абсолютное какое-то явление. И есть исследования, которые наоборот подтверждают, что билингвизм – это как раз положительный процесс, и дети билингвы, их мышление гораздо более гибкое, опять же, во взрослом возрасте в том числе, ну и много других позитивных, положительных отзывов. Если мы хотим говорить, конечно, о грамотности, то нельзя смешивать, понимаете, сразу несколько вопросов в одном котле. Да? И опять же, что мы называем грамотностью? То, как человек орфографически оформляет свою речь, или умеет ли он вообще выразить свои мысли? Однако у вас были дополнительные курсы для тех, кто заканчивал эстонскую школу? В смысле дополнительные? Нет, заканчивали эстонскую школу это одно, билингвизм это совсем другое. Я помню на нашем бакалавриате, те, кто заканчивал эстонскую школу, они еще ходили дополнительный план. Ну это были не куда-то, просто в рамках программы по русской филологии были отдельные курсы для студентов, окончивших эстонскую школу, для тех, кто закончил русскую школу. Студентов, которые закончили эстонскую школу, у них были действительно дополнительные предметы по русскому языку, по практическому русскому языку. А вы считаете, что они билингвы? Ну, у понятия билингвизм тоже очень много категорий, градаций, именно поэтому он делится на разные типы. Есть аддитивные, координативные и так далее типы билингвизма. То есть, я думаю, что нам нет смысла углубляться здесь в данный момент. А вот действует ли здесь эта система, когда мы знаем, что мозг работает на 5%, загружен максимум на 10%? И тогда билингвизм это еще 2% дойдет? Нет, это на самом деле очень интересно, потому что я абсолютно сознательно дала своей магистрантке написать работу о писателе билингве Игоре Котихе. Моя магистрантка оказалась, да, очень предприимчивой девушкой, она работает в школе уже, и попросила Игоря Котиха прийти, это эстонская школа, и она сама заканчивала эстонскую школу. Она попросила Игоря Котиха прийти к ним на урок. Игорь Котих согласился. И дальше вот она его использовала как писателя билингва. Кроме того, она взяла у него 2 интервью. Но чтобы не повторять то, что она делала, тем более, что объект исследования присутствует в этом помещении, то я бы очень хотела, чтобы Игорь просто повторил, что он говорит по поводу того, каким образом это работает у него, потому что он пишет на 2 языках, или он переводится на другой язык, туда и обратно. Вот как это работает, потому что для меня всегда вот сам механизм этой работы, это, естественно, вот, что-то такое, вот, чего я понять не могу, не будучи билингвом. Игорь, может воспроизвести? Я помню, был такой пример в беседе с
описать местную радиостанцию, которая называлась в то время «Радио Рим». Там каждые 15 минут зачитывались объявления участных лиц, и потом шла реклама для следующих, кто хочет подать объявление: «Эра пустая, телефон». Пустысть. И это каждый час несколько раз. Все время вот эта самая монструозная конструкция «Эра пустая, телефон». Когда я писал это длинное стихотворение про выбор, мне очень хотелось, пишу я по-русски, мне очень хотелось, чтобы вот это выражение, вот эта самая конструкция «Эра пустая, телефон» была в тексте. Но так как мой родной язык русский, пишу я преимущественно по-русски стихи, то я перевел это как платный телефон знакомств на радио. Смысл этой линии в том, что одни гараж продают, другие коробку, а третьи говорят: вот девушки скучают, две подруги, парни на машине, можете нам позвонить. Или наоборот. Но вот это очень распространенный способ, как заводить знакомство был. Звоня на радио. Ну и вот. А потом этот текст мой переводчик Арес перевел на эстонский язык. Ну и, соответственно, он перевел главный телефон знакомств более-менее дословно. Я сказал: Аре, знаешь, Аре? Ну и всю эту историю ему изложил. И говорю: здесь должен быть только «Эра пустая, телефон». Он говорит: ну это ведь не совсем то, как у тебя по-русски написано. Я говорю: я знаю, но в эстонском тексте должна стоять именно эта конструкция. Так и было. Вот такой фильм. Вы уже несколько как бы перебрали по времени, я имею в виду. Поэтому давайте следующий пункт нашей замечательной программы. Почему иностранные студенты выбирают Эстонию для изучения русского языка? Ну да, вопрос ко мне, потому что неоднократно его задавали, особенно в связи с летними и зимними школами, потому что к нам не только приезжают, скорее к нам не приезжают студенты изучать русский язык на программы обучения по стационару, да, на 3 года или на 2 года магистратуры. К нам приезжают изучать русский язык в рамках программы Erasmus по обмену. То есть те студенты, которые учатся на русской филологии, даже на других специальностях, они учатся в европейских университетах и специально выбирают наш Таллинский университет для того, чтобы выучить или улучшить, да, свой русский язык. И кроме того, у нас очень популярны курсы русского языка в летней и зимней школе. И, конечно, мы спрашиваем, почему вы выбираете Эстонию, потому что они знают, что мы преподаем русский язык, это во-первых. Во-вторых, они выбирают Эстонию, потому что к нам не нужна отдельная виза, чтобы приехать в Россию, нужно заниматься визовыми вопросами. Ну, некоторые, конечно, говорят и о вопросах безопасности, потому что считается Эстония маленькая страна, наиболее безопасная. И другие именно личные причины, но то, что у нас здесь есть русскоязычная среда, где можно реализовать свои знания, это обязательно упоминают все. Ну, как хорошо. Вопросы есть? Вопросов нет. Есть. Вот Евгений Михайлович, например, сегодня поделился со мной замечательным соображением от того... Какой Михайлович? Этот Михайлович. Поделился словами своего студента, вот, который приехал и пришел к нему изучать русский язык, вернее, пришел к нам на конференцию, Григорий Михайлович. Это я к тому, что есть среда русская, где можно в этой среде попрактиковаться знания. Об этом парне, да? Я был эстонец, да, ему лет 30 с небольшим, он поделился со мной очень таким замечательным впечатлением от нашей конференции молодых филологов. Нужно было сходить, послушать доклады. У них было ощущение такое, что они все знают, заниматься не нужно и домашнюю работу делать не надо. Я их отправил на конференцию молодых филологов послушать филологические доклады, написали об этом репортаж. Он послушал, понял, что чуть-чуть не дотягивает, учиться надо хорошо, и чтобы отшутиться, сказал: слушай, я впервые увидел, чтобы русские 1,5 часа говорили и ни разу бы не вымотались. Бывают такие, да. Но он не иностранец, он местный. Да, свой.
Отлично. Давайте тогда, если больше нет вопросов, перейдем к следующему пункту. Почему русский язык и литература – это достойная альтернатива другим специальностям, в том числе в сфере ИТ, инфотехнологий? У наших девочек можно спросить, которые заканчивают. Вы заканчивали? Бакалавриат. Бакалавриат. Они еще не заканчивали. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Полмесяца и все. И в ИТ. Отвечать, время идет. На самом деле дела так обстоят наоборот плохо с поступающими на русскую филологию. Потому что преимущественно туда идут люди, которые не знают, куда пойти, либо выбирают вариант бесплатного образования на русском языке. И на выходе у нас сколько человек? Человек 7-8 закончит сейчас бакалавриат. 10, думаете, все-таки закончит? То есть, а начиналось с 25. За полгода уходит от 8 до 10 человек. За первый семестр, я имею в виду. Дела обстоят плохо. Даже сегодня девушка, которая была на конференции из университета Вердина, спросила, сколько у нас вообще студентов филологии. И когда мы назвали цифру, что у нас там 12-15 человек, она была удивлена, что у них русский язык 300 человек в университете изучают. Но они не изучают его как да. Они как специально изучают. Вот на самом деле у них большинство программ такие интердисциплинарные, скорее даже такого социального плана, и они изучают вообще, скажем, не знаю, там, Восточную Европу. И, естественно, если говорят о Восточной Европе, то они идут, скорее всего, изучать русский язык, а не какой-нибудь другой язык. Да, но в любом случае, вот даже сейчас как дела обстоят с тем, кто пойдет на магистратуру, кто не пойдет на магистратуру. Сколько человек пойдет в магистратуру? Сколько человек пойдет там, на те же преподаватели русского языка? Ну, очень непопулярные профессии. Но учительские вообще не популярны, это не только... А инфотехнологии это где, я не помню. В техническом университете. Я выбрала филологию, мне это нравится. Почему? Почему вы хотите нас бросить? Потому что фотография зовет. Я люблю филологию, фотография зовет. А фотография это следующий этап, человек хочет развиваться, его можно понять, правда? Так, тогда есть еще... Почему? Потому что хочется это как-то связать, то есть за счет увеличения популяризации всех этих вот социальных сетей и профессий в интернете, да, чтобы люди не были привязаны к тем же офисам, хочется связать и какую-то сферу, как фотография, да, когда искусством какой-то части занимается человек, да, и плюс, например, связать это с каким-то ведением блога, написанием каких-то статей, интересных вещей, которые люди любят читать, и как-то совместить картинку красивую и текст. То есть поэтому я выбрала русскую филологию, что на выходе это мне многое дает. По крайней мере, я мечтаю это соединить в итоге, и этим я буду заниматься сейчас по окончании бакалавриата. Если у меня через год появится желание пойти в магистратуру, почему нет? Ну, я, например, не предпочту пойти на преподавателя русского языка. Предпочтите их, не хватает. Знаю. Но практика я проходила в школе. Вот молодец. По инфотехнологиям больше нету вопросов? А я могу добавить. Давай. У нас большая конкуренция, и если даже вы рассчитываете на русскоязычной аудитории, то это будет довольно сложно сделать из Эстонии, потому что там свой отдельный мир. А у нас свой мир создаст, и вы туда побежите в этот мир, подняв штаны, все нормально, молодец, давай дальше. Так, 10-я и последняя тема. Где найдут применение будущие русские журналисты, редакторы, переводчики, если изданий на русском языке становится все меньше? Где найдут? Можно я Давай, расскажи. Где найдут? Понятно, что коммуникации никуда не уйдут, коммуникации останутся, да? Это трубы, провод там. Нет, коммуникации как
интерперсональное общение. О, как красиво. Вот. Но второе, то, что социальные медиа – это медиа. И по большому счету, да, не будет никакого театра, не будет никакого, останется просто сплошное телевидение. Да? Так вот, газеты в печатном виде, да, их будет все меньше и меньше, но электронные и социальные СМИ, они останутся. И прикладывайте, сколько влезет, что называется. Вопрос в том, что это приложение должно быть качественное. Да? А так как сейчас каждый, кто включил компьютер, он уже и журналист, и аналитик, и кто угодно, вот этот вопрос, да, когда количество не переходит в качество, это качество нужно извне запускать. Это каким интересным образом туда извне запустишь, если он только сел перед компьютером, им уже сфинктер управляет. Ну что? Это вопрос подготовки журналистов. Каких подготовки не готовят журналисты? Это второй вопрос. Я думаю, что первый. Изданий-то становится все меньше, а тебя вы говорите, что теперь каждый сам себе издание. Конечно. Ну, каждый человек может сейчас в течение, скажем, 4 часов создать себе паблик-блог и быть, если он способен, аналитиком в какой-то специальной теме, он может создавать себе аудиторию, он может ее подключать, более того, он не ограничен районом, городом. То есть можно сейчас сяду и для американской публики создам блог? Если вы хорошо владеете темой и языком, почему нет? Языком запросто. Я думаю, что на самом-то деле это все-таки проблема, потому что даже сейчас иногда обращаются и говорят, что не можешь подсказать, найти где-нибудь грамотного и толкового человечка. Ну, толкового человечка еще можно найти, а вот грамотного человечка не получается. Поэтому это проблема на самом деле. А то, что их становится меньше, да, их становится меньше, как вы справедливо заметили, в бумажном издании, в бумажной версии, а электронных версий становится больше. Но некоторые русские версии теперь не читают, потому что там так плохо переводят. То есть мы опять приходим к тому, что не надо эти русские издания, зачем они нам нужны, а с другой стороны не все владеют эстонским в достаточной степени, чтобы изучать и читать, смотреть только эстонские издания, и тогда вообще непонятно, что делать. Вот насколько вы удовлетворены русскими средствами массовой информации местными? Это переводные СМИ. Они, как правило, во многом не самостоятельны и не являются самостоятельными СМИ. То есть их в контексте СМИ очень сложно оценивать на самом деле. Дайте человеку сказать, или выступайте тогда громче. То есть вот насчет контекста я не понял. То, чем занимаются местные русские СМИ, да. Это 90% перевод, не всегда грамотный, не всегда быстрый. Да? Когда быстрее зайти в эстонский СМИ и прочитать там. Не все знают эстонский язык в такой степени. Поэтому они получают позже и, может быть, и настолько качественно, да, как это могло было бы быть. Да? Но здесь, как правило, мы сейчас уже говорим о том, что нету целостного, самостоятельного, уникального СМИ. Да, скажем, как та же «Медуза», где есть полностью весь спектр, там есть аналитики, есть и такого рода редактора и такого рода, да, и они создают уникальный контент. Здесь, к сожалению, сейчас получается такая ситуация, когда большая часть контента, она переводная, изначально рассчитанная на эстонскую аудиторию и сделана исходя из их потребностей, исходя из их, я не знаю, там, ментальности. Да. Это очень важно. Да. Вот. Ну, то есть 3 горсти земли на крышку гроба русских СМИ в Эстонии вы бросили. Ну, я еще стучусь снизу, можно? Значит, какие СМИ Эстонии на русском еще не на 90% переводные?
газета МК Эстонии на 100% оригинальная. Она Я имею в виду в том числе электронные. Электронные, это если вы имеете в виду то, что нам здесь как бы преподносят Я имею в виду радио-телевидение. как независимое. Радио-телевидение, ну, на телевидении же есть инсайт, программа, да? Она оригинальна. На все русскоязычное вещание. Инсайт же оригинальная программа? Оригинальная. Ну, утренняя кофе плюс оригинальная. А? Утренняя кофе плюс на это вероятно, да. Ну, невероятно, абсолютно. Прямые и вечерние, которые сейчас есть, к счастью, будут меняться, они тоже идут или в прямом, или в телевизионном эфире, они тоже оригинальные. Поскольку я, ну, извиняюсь, придется представиться, от Радио 4, то у нас переводных практически нет ни материалов. Ну, нет, естественно, есть из них никуда не ездят, у нас политики интервью нам дают отчасти на эстонском, мы их переводим на русский язык. Почему отчасти? Потому что есть политики, которые прекрасно говорят по-русски. Лучше бы они не говорили. Ну, если мы имеем в виду премьер-министра, я согласна. Не только премьер-министр. Не только, да. Я могу продолжить список, на личности не хотела бы высказать. То есть с телевидением и радио у нас все в порядке? Нет. Есть еще некоторые недочетные места? Нет, есть, как мы знаем, на русском языке коммерческие радиостанции. Может быть, это мое субъективное мнение. Я работаю на Радио 4 с первого дня его основания, то есть это безумное количество, например. В этом году исполнилось 26. Увы, но радио идет сейчас, наше общественно-правовое, в нашем так называемом, ну, впрочем, не так называемом, концерне ЕРФ, идет на перекос тоже вот коммерческому, немножко желтому. Мы теряем свое лицо, которое, увы, да, мы набираем рейтинг каким-то популизмом, что они есть правильно, и отчасти и на нашем радио тоже ухудшается русский язык. Ольга, здесь дело не только в том, что ваш концерн идет по этому пути. Сейчас весь вот этот медийный пейзаж, он идет как раз... Нет, противостоять, конечно, вам как-то в руки, да. Понимаете, как мы не можем противостоять на высоком уровне экра, как мы не можем противостоять каким-то движениям, которые идут к популизму на уровне средств массовой информации в электронике. Вот, ну, опять, здесь, как бы это сказать, вы не можете, когда идет ураган, то если он там 2 балла, то ничего, за стол схватишь и не унесет. А если он 22, тогда чего не хватает, все равно он тебя выкинет с этого места, где ты сидишь. Ураган нужно предугадать. Вот это правильно, но предугадать да, а потом что делать с предугадыванием? Нужно себе возбудить Макгайвера. Да. Это хорошее дело. Есть еще возражения, соображения? Да, мне хотелось бы, чтобы наши сегодняшние спикеры объяснили, почему темой выбрана русский язык на грани с многоточием. Какой смысл вы вкладываете в это название? Как итог сегодняшней дискуссии. Честно сказать, на самом деле это было предложение, Ирина Захаровна даже не скрывала, она сказала, что а давайте мы плагиатнем. Но чтобы это был не совсем плагиат, я предложила, а давайте мы не возьмем на грани нервного срыва, а просто скажем на грани. И, в общем, как оно, чего, насколько я помню, было от вас, Игорь. Да, так что здесь коллективное творчество. Красивого итога как-то не получилось. Давайте подводите красивый итог делайте. Наверное, самым хорошим итогом будет сердечно поблагодарить наших спикеров. Спасибо, что пришли, спасибо, что дискутировали. Оказалось, что вопросы совсем не острые, было очень интересно. Спасибо вам.